наверное, устала уже, как я Да, болтаю. болтаешь. Я могу начну, целый день главное. болтать. Маша начинает. Особенно праздновали всегда вот ноябрьские праздники, майские праздники. Все, Маша заплакала. Видите? Да? Шворчит еще. Дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь. И все. А ты нам мускомок. Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня опять на кухне и собираемся такое новое что-нибудь сделать из печени. Значит, взяли печень мы, даже яблоки взяли и лук. Значит, из этих ингредиентов сегодня будем делать вкусную, аппетитную такую вкусняшку. Ну, я тоже поздороваюсь с вами. Как всегда, за камерой Сергей Иванович. Мария Олеговна готовит вкусняшку. Ну, печень такое блюдо, что миллион способов, и каждый хочет приготовить то, что что-то особенное из печени. Вот нам попался рецепт с яблоками, печень с яблоками. Взяли именно куриную печень с яблоками, и нам очень тоже, как и в венгерском супе, удивило это сочетание. Вот тут яблоки, печень. Там, короче, суп был без картошки, а тут яблоки и печень, и лук. Ну и, собственно, Маша сегодня по случаю праздника, сегодня у нас же праздник, как говорится, День народного единства, и еще церковный праздник, Казанская. да, иконы Казанской Божией Матери. Церковный праздник. И всех поздравляю. Конечно, это наше поздравление выйдет чуть-чуть попозже. Вот. Потому что нам еще надо это заснять, потом монтировать, потом еще самое главное закачать это все в интернет. Ну и в воскресенье с утра уже будем добавлять. Вот сейчас вы смотрите, и всем доброго утра с утра, чтобы вы посмотрели наши приятные моменты на кухне. Ну, Маша, наверное, устала уже, как я Да, болтаю. болтаешь. Я могу начну, целый день главное. болтать. Маша начинает. Я сначала почищу яблоки, приготовлю яблоки и лук нарежу еще. Сначала этим займусь. Сердцевину удаляю. И на такие дольки буду резать яблоки. Ну, рассказывай, я слушаю. Ну, Ну да, такие дольки. это, Маша, мы со зрителями слушаем тебя. Ты рассказывай. Ты рассказывай, что делаешь, как делаешь. Все рассказывай, я буду показывать. А наши зрители, думаю, ну, будет немножко интересно посмотреть. Я сначала вот просто режу яблоки на такие дольки. Потом их будем обжаривать в масле. Вот если, короче, все это быстро без камеры, там можно, например, это все параллельно все делать. Раз, что-то жарится, и параллельно что-нибудь там, например, яблоки почистить или что ли. Но так как мы снимаем, получается, что Маша решила все это, вот эти все ингредиенты подготовить сначала, а потом уже переключимся с другого ракурса на съемки и уже жарко на плите, там все, чтобы, ну, не перемешаться, чтобы. Вот. У нас что новенького? На данный момент вчера снега очень мало было. Вообще, ну, земля черненькая была такая. С проседью там где-то оставались снежинки и все такое. А сегодня утром проснулись, снег. Ну, с вечера же был. Примета, наверное, если на следующей неделе, скорее всего, не растает этот снег, наверное, примета не сработала. Примета была такая: на покров суббот
если земля без снега, значит и на Дмитриеву субботу тоже должна была без снега. Но, скорее всего, примета в этом году подведет. Потому что Снег лежит у нас. Дмитриевая суббота, наверное, на следующую субботу, но там уже тепла что-то не показывает. Погода же меняется 100 раз. Да. По прогнозам там и иной раз и получается, что и по-другому. Там холодно, а у нас тепло. Ну ладно, пускай там Маша... А, ты уже яблок закончила, да? Да, потом сейчас буду резать лук. Лук я буду резать кольцами. Вот смотрите, гора яблок получилась. Но если там лишнее получится, ничего страшного. Мы и так яблоко любим, давайте. Да. Так, яблоки нарезала, сейчас лук. Это что, праздник сегодня? Вечер? Вечеринка? Шампанское откроем? Или сладкое, или полусухое? До вечера еще далеко. Так, режем лук полукольцами. Ой, кольцами круглыми. Да-да, кольцами. Кольцами красивше. Кольцами красивше. Ну, давай, Маша, немножко пока ты режешь лук, я не знаю, вот заплачешь или нет, повспоминаем, какие были наши праздники молодости. Ну, сейчас этих праздников уже упразднили. Например, 7 ноября праздники. Сделали вот этот 4 ноября праздник, а вот был праздник 7 ноября. Я не знаю, как ты, Маша, но уже в юности, ну, лет, наверное, вот 14, там уже 15, мы, ну, как я, вот ощущение помню, я ждал этого праздника уже. Ну, там, сколько там праздников-то было? Майские праздники, ноябрьские и Новый год, так ведь? И, ну, и мартовский. Ну, март там короткий праздник был. Особенно праздновали всегда вот ноябрьские праздники, майские праздники. Все, Маша заплакала. Поплачь там немножко в уголочке. Сейчас немножко выключить, пока Маша лук режет. И потом уже это самое. Ну вот видите, лук порезан ну не полу, а тоже когда полу, кольцами, чтобы красивше. Так красивше будет выглядеть. И потом вернемся еще к разговору, к советскому празднику, ноябрьскому празднику. Как это все проходило у нас, как и что мы там гуляли. Заходит кот. Туристы кидались. Ну, да, пришел. Вон второй кот. Оба кота зашли. Этот чумазый вообще. Малыш? Малыш. Ну, мы, значит, уже лук вон приготовили, яблоки тоже приготовили. А займемся сейчас печенью. Значит, посолим печень. Так, и поперчим тоже немножечко. Так, это сейчас я все размешаю. Потом будем обжаривать на сковороде. Обваляем в муке сначала, конечно. И вот так обжарим с обеих сторон. Румяную корочку сделаем. Этот ведь свежемолотый перец остренький, Маша. Не увлекайся. Но я перемешала, размешала и потому и чуть-чуть добавила еще. Так, включаем, значит, плиту. Так, у меня мука уже тоже готовая уже. Обваляем и будем класть на сковороду. Так,
короче, все, друзья, ингредиенты все у нас приготовлены, давай. И переходим вон туда, в тот угол с камерой. И Маша уже там будет готовить, жарить и снимать дальше. Самое интересное только начинается, потому что все еще мы болтали, толком ничего еще не показали. Но вот это тоже. Ищит, опять, наверное, на улицу просится. Играться хочется. Видите? Да? Играться хочется. Бандит, короче говоря. Все. Начинаем жарить. Значит, обваляем муки. Кладу печень. И будем обжаривать с обоих сторон. Сначала, наверное, печень обжаривать буду, а после уже яблоки. Печень слегка обжариваем. Уже вот переворачиваю. Немножко, чтобы румянец тоже появился, был. Так, немножко обжарили. Потом кладу я в миску, это все выкладываю. Я уже убираю это все полностью. Немножечко обжарились. Только вот осторожно надо очень. Стреляет это. Вода, наверное, попадает. Ну все. Значит, у нас печень готова. Сейчас будем яблоки жарить. Яблоки тоже будем обжаривать на растительном масле. Тоже делаем такие румяными. Но только чтобы яблоки были мягкие. Ну, чтобы не развалились тоже. Делаем румяными. Так, последняя партия яблока. Убираю. Плиту выключаю. Яблоки мягкие. Румяные. Аромат такой от яблок. Так, ну вот, готово. Значит, у нас здесь готово яблоко, тоже готово. Сейчас займемся луком. Взяли поглубже сковороду глубокую. Так, сюда, значит, я соль. Посолю немножко лук. Перец добавлю немножко. Чайную ложку паприки. Так, посыпем немножечко так. А дальше куркума еще добавлю. Обжариваем лук. Цвет такой приятный уже от паприки и от куркумы. Вот, обжариваем, чтобы лук был мягким. Так, у меня лук готов. Такой золотистый красивый цвет получился. Лук мягкий. Так, значит, это здесь все готово получается. Так, у нас, значит, все готово. Сейчас будем класть в форму. Сначала, значит, кладем яблоки. Так, кладем сюда яблоки. По форме. Так, яблоки. Потом, значит, кладем мы печень.
Сережа ничего не говорит, не рассказывает. Я кушать хочу. Все. Аромат дома такой стоит, что у меня живот сам говорит, ур, вот так кушать хочет. Разыгрался аппетит уже зверский. Да. Аромат просто очень приятный. Вообще стоит такой аромат невероятно вкусный в доме. Так, кладем, потом лук уже накладываем сюда. Сверху уже лук. Но лук, друзья, вообще такой красочно выглядит. Вот эта куркума такая придала такой очень красивый цвет. Вообще очень красивый цвет. Как будто золото какое-то. Но с пропорциями на форму мы угадали. Потому что эта форма где-то, наверное, сантиметров 20 ширину и длину, наверное, где-то 35-40. И вот такие пропорции там, ну, на видео увидели, наверное, сколько примерно. Все готово. Так, включаем духовку на 180 градусов. Да, Посижу. надо было, конечно, включить пораньше, чтобы это самое. Красиво. Да, очень красиво. Вот не включили мы заранее, но у нас есть разговор такой, пока греется духовочка, мы же обещали, ну, не обещали. Мы же хотели рассказать, как проходили праздники во время СССР, во время нашей юности, вот эти ноябрьские праздники. Сейчас, конечно, сегодня не 7 ноября, но в то время 4 ноября не отмечали, а отмечали вот как раз именно День Октябрьской революции. И помнится, это очень было весело всегда. Очень было всегда весело. Ждали мы этих праздников. В школе всегда проводили дискотеки. Да, ну, тогда не дискотека называлась. В классе почему-то. Да. У нас, ну, в классах. И общешкольные тоже были. Общешкольные тоже были. Вечеринки такие, так называемые. А в классах делали чаепитие на эти праздники. Не дискотеки называли, а чаепитие. Собрались, нам так весело было. И в эти каникулы тоже гуляли. Ну, вообще, сейчас вот такого нету. Такого нету. Сейчас, конечно, это все на 4 ноября принесли День единства, или как он называется. Ну, правильно, да. И вот как таковых гуляний и праздников нету, вот, что были на 7 ноября раньше. Вот. И мы тоже с Машей, когда начали встречаться, тоже в эти дни тоже как-то по-особенно, хотя это уже время заката СССР, уже СССР, наверное, закончился уже в то время. Да, СССР не было уже, когда, конечно. Но все равно еще по традиции еще это все отмечалось долгое время еще, пока вот не придумали праздник 4 ноября. Вот. Очень весело было. Сейчас немножко, даже не немножко, а очень отличается. И можно сказать, что, наверное, ностальгируем. Маша, вот тебе, наверное, все равно приятно же вспоминать вот эти годы. Или молодость была, или юность вот наша. Или жизнь была, веселее, что ли. Я не знаю, в чем причина, но есть ностальгия по этим временам. Скучаем. Скучаем. В большей степени, конечно. Воспоминаний много. Воспоминаний. Да, в большей степени, конечно, наверное, хочу сказать, что это молодость все-таки. Молодые, беззаботные, ничего нам не думаем, все за нас еще решают. Школьные годы. Чудесные, как говорится. Вот так. Ну что ж, друзья, ждем, пока духовка нагреется, так и все. Духовка готова. На 20 минут кладем в духовку. Время вытаскивать. 20 минут прошло.
Но мы с нетерпением ждем, как там, что там. Ох. Вот, смотрите как красочно это все везде. Шкварчит еще. Слышите, как шкварчит. Вот такая красота. Ну что, Машенька, А теперь готовим стол. обедаем? Пообедаем. Ну что, вот у нас такая пюрешка. Пюрешка. И сейчас вот нашу печенку. Как там она выглядит. Ну что там, печенка. Вы же сами знаете, там яблоко, лук. О. Вкусно, думаю. Угу. Ну вот так. Наш небольшой такой обед вкусненький готов. Ну и сегодня праздничек, и немножко красненького Маша налила, и в честь праздника, и вас тоже с прошедшим праздником поздравляем, и всех СССРовских, кто помнит этот праздник 7 ноября, впереди нас ждет. И с наступающим, с этим праздником. Вот так, с прошедшим, с праздником, так сказать, и с наступающим. Вот. Ну и Маша тоже у нас красненький такой напиток. Дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь. И все. Ладно, пригубили, так мы попробуем. У нас что, самая главная задача это попробовать печенку. Ну и как? Вообще она растаяла во рту. Очень нежная. Это яблоко. Да. Сейчас вот именно печенку, кусочек печени, кусочек яблока. Угу. Вкусно. Очень вкусно. Кисло-сладкое яблоко такое. Угу. Вкусно, друзья. Печень приготовилась. Мусс готовый, да. Печень. Ой. Сегодня Маша... Мусс печень. Сегодня Маша целую... Вот готовили, я все снимал, все исправлял. У нас в переводе печень называется, ну, по-коми мусс. И она все время говорила, мусс приготовился, мусс, сейчас порежем мусс. Я все исправлял, это вырезал потом на видео. Все равно вот мусс рассказал. И она все время говорит мусс, мусс. И еще такое у нас, ну, выражение, что ли, есть. Мус-комок, то есть, когда любимого человека так величают. Мус-комок. Мус-комок? Комочек чего-то, ну, дорогого. Вот. Мус-комок. А ты меня мус-комок. Мусс ем, да. Вот. Мусс. Ладно, друзья, мы продолжаем это самое. Да я вино попью. Просто когда я сам руками, это выглядит очень некрасиво, и я не хочу уже на камеру там. Очень вкусная напиток, очень вкусная закуска получилась. Друзья, всем советую, попробуйте этот рецепт. Очень даже вкусно, думаю, получится. И вам понравится. Хоть и с яблоками, вкусно очень. Нежный, вкусный такой. А вот Приятный. еще, вот у нас еще квашеная капустка, которую мы квасили с Машей. Очень замечательный вкус. И сочная получилась, и вкусная. Там есть некоторые комментарии, что не так, да, что-то не так делали, там отжимали как дрова. И правильно там тоже ответил
нашу поддержку, что не видела, говорит, когда как дрова отжимают, да. Мы тоже, как дрова отжимают, не видели, а капусту мы всегда так жмякали, и всегда сочненько получалось. Ну, там же по-разному тоже. Есть Да. квасят ведь. Ну, наверное, будем... По-старинному, как наши Да. родители квасят. Мы привыкшие, да так и делаем. Почему что-то должны изобретать велосипед какой-то, если уже это есть, готово и все вкусно получается. Ну а это блюдо мы тоже подсмотрели в интернете и думаю, можем рекомендовать. Вкусно попробуйте и готовьте, как мы, готовьте с нами, готовьте лучше нас. Все, заканчиваем. Да. И с наступающими ноябрьскими праздниками, которые отмечались во время СССР. Всем пока. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Пока-пока.